Шамиль Абый, скажите, пожалуйста, как эта песня попала к вам? Рамиль — это интересная история. Это 1981 год. Мне как-то сам автор письмо прислал. Шамиль, давай встретимся у меня. Как-нибудь найди времени. Есть у меня одна песня. Давай, послушай, пожалуйста. Это просьба была такая, да? И я собрался, пошел к нему. Он около Чеховского рынка жил, на Лискафта. Лискафт называется улица там. Вот и пришел с удовольствием. Встречали, потому что он очень такой человек был. Даже словами передавать тяжело. С внутренней дисциплиной человек, внутренней культурой. Первоначально мы репетировали одну песню, я в одном дуэте солировал. Вот и во время репетиции его жена подошла, стоит до сих пор глазами, я ее вижу, прекрасная женщина, такая была Халима Апа. Она дослушала вот эту песню первую. Потом говорит: Рустам, знаешь, у тебя же есть одна такая песня. Хорошая песня, Сурнаймана. Ты другим не отдавай. Отдай Шамилю. Рустам согласился. Притащил ноту. Он спрашивал у меня: Шамиль, ты ноту знаешь? Я говорю: чуть-чуть, говорю, понимаю. Вот и поставил, значит, смотрел. А там 4 куплета было. Мы спели вот эту песню, потом он мне говорит: Шамиль, давай учи быстрее вот эту песню. Где-то на той неделе давайте мы с тобой запишем на радио эту песню. Ладно, говорю, Рустам Абый. И мы пошли, он сам аккомпанировал, и зашли в звукорежиссуру по приглашению его. А там народный артист РСФ тогда, Фахри Авинастинов, это бывший оперный певец, тенор хороший, любимый народом нашим. И он говорит мне сразу: Шамиль, не повторяй больше. А может быть, даже лучше не получится. Давай оставляй. И Рустам тоже согласился. Говорил, что, мол, я где-то ошибся у себя в аккорде. Вот это справлю свою ошибку. Вот такие вот эту песню мы оставили. Я даже не знал, что у него юбилейный год. В 1981 году ему было 60 лет. Вот он меня пригласил на свой юбилей. Я и там
спел вот эту песню по его просьбе. Потом как-то вот эту песню сейчас часто передавали по радио. Вдруг в коридоре у нас во время перерыва Мустафенко, мне художественный руководитель тогдашнего оркестра нашего, подходит: Шамиль, у тебя одна песня есть, я его слушаю сейчас стенка. Давай обработаем для хора, отдадим кому-нибудь, композитору. Ну, давай. И отдали эту песню Абдуллину, Азар Каневичу. Мы в очень хороших отношениях были, потому что он был у нас в ансамбле. Я же с 67-го года работал в ансамбле. Он был художественным руководителем. Вот он обработал и прекрасно обработал. Потом мы сделали запись в Москве таким же путем. Прекрасно записались. Потом где-то около 25 лет я солировал эту песню от души. Шамиль Абый, в оригинале эта песня состоит из 4 куплетов, Да. а сейчас мы исполняем 2 куплета. С чем это связано? Я точно не могу сказать. По-моему, достаточно даже 2 куплета. Это песня о любви у старшего человека, дяди, скажем, у юной девушки, у парня. Там сравнение идет. То есть У кого какая любовь? песня о вечной любви, О можно вечной сказать. любви у молодых и у старших. Вот так вот она образовалась. Эта песня объездила, можно сказать, половину Европы, До полмира. полмира. Скажите, пожалуйста, В как том числе принимали, Япония ведь там, в Азии. как принимали эту песню? Рамиль, описать даже невозможно. Я удивился, думаю, вот эту нашу татарскую песню так вывести на мировой масштаб такого. Это не только моя заслуга, я уже говорю, это заслуга композитора, заслуга и автора слов, заслуга коллектива хорового нашего, ну, частично и моя заслуга. И всегда же говорят, это тот человек, который оставляет все как последний исполнитель. Мне кажется, даже большая заслуга – это ваша заслуга, заслуга исполнителя этой песни. Частично, да. Это молодые годы были, Рамиль. Тогда я уже пришел в ансамбль, мне было 26 лет. С тех пришел молодым, ушел стариком. И 55 лет отработал в этом любимом государственном ансамбле. Я рад. Аплодисменты вам, браво. Шамиль Абый, эта песня, мелодия сурная, уже в репертуаре ансамбля почти 50 лет. Да. В чем секрет популярности этой песни? Она очень лирична, и очень гармонична. Потом это все-таки классическая песня, не то, что только народная. Это классического характера песня. Ведь публика-то ведь разный. Одни любят, допустим, деревенскую песню, а другие любят. Есть городская система, да, с давних времен. Так. Вот восприняли вот эту песню. В основном это приняла это Европа. Я эту песню запевал и с консерваторским хором. Консерватории пригласил несколько раз, как показательный. Иначе такого не было. Хорошая обработка, хорошие наши костюмы, хорошие лица. И выразительно. Она
как песня она удалась. Я еще, будучи маленьким мальчиком, по радио слушал в вашем исполнении эту песню и влюбился в эту песню. Я очень рад, что, попав в такой легендарный коллектив, мне поручили исполнить эту песню. Мне даже с первого раза было очень тяжело исполнить эту песню не потому, что она сложная, а потому, что эту песню народ знает в вашем исполнении, больше в вашем исполнении. И мне казалось, мне думалось, что в моем исполнении народ эту песню вообще может не воспринять. Вот я очень благодарен вам, что вы научили меня спеть эту песню так, чтобы до зрителей дошло каждое слово, каждый Шамиль, звук. как мог я, так и помог. Потому что здесь сам был таким. Очень музыкальным парнем, послушным. И у тебя есть, как один чувашин говорил, у тебя есть душа. Спасибо огромное, Шамиль Абай. Хочется сказать, что эта песня, наверное, затронула сердца многих людей. Да? Ведь простая песня про любовь слушается с таким трепетом, с таким чувством, что после прослушивания этой песни у некоторых даже мурашки на коже появляются. И, наверное, здесь хочется сказать огромные слова признательности, благодарности авторам этой песни, нашему Да. великому композитору Рустему Яхину, который создал наш гимн республики, гимн Татарстана, популярный поэт, прославленный поэт Шариф Хусаинов. И, конечно же, обогатила эту песню и, наверное, обработка нашего известного композитора Азгара Ханифовича Абдуллина, у которого Мастер своего дела. мастер своего дела и у которого очень много обработок в репертуаре нашего ансамбля. Шамиль Абай, сейчас, с вашего разрешения, я все-таки хочу при вашем присутствии, а может и вместе с вами, исполнить Давай я тебя с удовольствием эту послушаю. песню. Я тебе мешать на Но сей мне раз. хочется, чтобы вы мне немножко подыграли. На сей раз я тебе мешать не стану. Ты уже сам заслуженный артист сейчас, Рамиль. У тебя переполнена вот эта система исполнительская сейчас к этой песне, отношение иное. Я бы мешать не стал. Просьба только у меня одна. В некоторых местах звук прикрывай. Не раскрывай рот так сразу. Постепенно. Держи ухо. Чуточку. Хорошо. Ладно. Bir yaş yigit dünya aqlamay üzlep uynay Волна sırnay идет. Күңеле bir яш қазына уйлый шәшләре төн yüzleri ay. Tik yaş kısqa
Гышык хәлен әле белми, гамсыз йоклый таныш йоклый. Гышык хәлен әле белми, гамсыз йоклый таныш йоклый. Ауфарин Рамиль, знаешь, вот я открыто могу сказать, на татарском языке исполнять очень тяжело. У нас язык такой. Много узких звуков. А это правильно надо выговаривать. Это хорошо, когда по-русски поют. Все там на гласный звук, на О, на Мо, а у нас как у этих. А это правильно исполнять надо, языка надо уважать. Надо быть чистейшим татарином для этого. Молодец. Спасибо огромное, Шамиль Авы. Я желаю вам долгих лет жизни, желаю вам, чтобы вы еще много лет радовали своих слушателей, радовали своих зрителей. И я хочу, чтобы эта песня жила вечно. Ведь песня про любовь, а любовь, она должна жить вечно. Правильно, Рамиль? Как у нас в народе говорят, живы будем, не умрем. Вот так вот. Спасибо. А жить хочется.